Говорят, кулинарное искусство сродни волшебству. Надо полюбить сам процесс, вкладывать в каждую его минуту любовь к своему делу. И тогда обыденное, казалось бы, занятие, приготовление блюд, превратится в настоящее искусство. Совсем юные ребята, первокурсники Абхазского многоотраслевого колледжа по 3 направлениям кулинарии, сегодня состязались в конкурсе «Лучший повар». Мы сегодня проводим в этом учебном году «Лучший повар». Это мы и позапрошлом году проводили, но мы хотим в этом году возобновить эту профессию. 2 первых курса выбрали там по 5 человек, потому что вся группа мы не можем охватить, и по 5 человек решили вот сегодня провести конкурс. А в будущем, после Нового года, мы планируем еще один конкурс, там уже более расширенный, я надеюсь, может, 1-й, 2-й курс или наоборот, посмотрим, как получится. Я думаю, надеюсь, что еще один конкурс будет. Главные герои конкурса совсем юные студенты со своими мечтами и планами, надеждами на будущее. И, конечно, легким волнением от конкурсной работы и суеты. Многие из ребят уже активно работают в самых разных заведениях нашей страны, как, например, Егор Коломыш, который в борьбе за звание лучшего повара представил судьям блюда национальной кухни. Сегодня я готовлю салат по-абхазски, абхазская кухня. Одно, да. С детства очень любил готовить и очень давно знал, что с начальной школы, что пойду именно на повара. В сентябре пошел на практику в ресторан «Анаша» и с начала октября работаю там поваром. Егор поделился, что подобный опыт участия в конкурсах очень помогает студентам реализовывать знания на практике, попробовать новое в любимой профессии и, быть может, даже бросить вызов самому себе. Попробовать себя, приготовить, попробовать людям, чтобы это люди оценили, попробовали, сказали, как это, показать свои способности. Джумбер Мужба подчеркнул, что в конкурсе принимают участие студенты 1-го курса 2 направлений – повара-кондитеры и повара европейской кухни. Каждый участник представил на суд жюри по одному блюду, в основном салаты и национальное меню. Строгое судейское жюри оценивало старания ребят по многим пунктам – внешний вид яства, вкусовые качества, мастерство подачи и оформления. Честно говоря, многие хотели участвовать, не по 5 человек, а хотели даже по 10 человек. Все хотят, понимаете, это им очень интересно. Вот сейчас не сказано так, чем теория, им больше это нравится, готовить все время, им вот это... Мы, не то, что вот конкурсы, мы еженедельно проводим здесь лабораторные работы, вот прошли какую-то тему, скажем, там... салаты или там супы, вот они уже на практику показывают свое, что они изучили, как это готовить, все здесь на месте показываем. У нас есть такая возможность, чтобы это показать все. Подобные конкурсы проводятся ежегодно. После короткого перерыва было решено возобновить традицию. Как рассказал Джумбер Мужба, конкурсная работа в группе с сокурсниками очень мотивирует не только студентов, но и преподавательский состав колледжа. Подстегивать немножко и преподавателей, и студентов, это уже какой-то ответственность. Они сегодня даже в 8 часов пришли, вот, знаете, вот очень интересно им, вот как они, вот каждый старается, чтобы победить, что ли, или там, я не знаю, но очень им интересно, и для них это очень важно, и для нас тоже. После приготовления блюд ребята представили свои работы на суд членов жюри. Сегодня я готовил абхазскую национальную кухню, это салат по-абхазски, в состав которого входят помидоры черри, болгарский перец, огурцы, микс зелени, 3 вида, укроп, кинза и петрушка, аджика и оливковое масло. Победители конкурса были награждены почетными грамотами и восторженными отзывами коллег. Рада Чачава, Инал Гвинджия, Абхазское телевидение.